В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ каждый будний день в 8:35 и в 13:10, а также на 105,9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать. Приветствуем слушателей, настроивших свои приемники на самую крымскую волну. В эфире радио «Крым Реалии». У микрофона сегодня работает Татьяна Курманова. И я напомню, что вы можете слушать нас на средних волнах на частоте 549 кГц и на частоте 105,9 FM круглосуточно. Смотрите наши эфиры, задавайте вопросы, звоните в наш эфир, высказывайте свое мнение. 8 810 06 926 044 490 31 18. Тема дня. Сегодня будем говорить о милитаризации Крыма. Министерство иностранных дел Украины представило в ООН статистику милитаризации России аннексированного Крыма в 2014-2018 годах. Как в Крыму Россия наращивает военное присутствие, сколько солдат и военной техники завезла за 4 года оккупации, где сосредоточено большинство наземных воинских соединений, какой тип вооружения завезли на полуостров, превратится ли Крым в очередную Кубу. На эти темы поговорим в течение этих получасов. Звоните в наш эфир и вы. Крым в центре внимания. Итак, МИД Украины представил в ООН статистику милитаризации России Крыма в 2014-2018 годах. Об этом сообщал Укринформ. Опубликовал соответствующую инфографику. И, по их данным, численность зеленых человечков возросла до почти 32 тысяч, количество самолетов до 122, военных кораблей до 71, зенитно-ракетных комплексов до 16, количество подводных лодок увеличилось до 7 штук. Более того, в Крыму, возможно, уже размещено ядерное оружие не только в расконсервированном в 2016 году объекте Феодосия-13, но и на российских военных кораблях, сообщает информагентство. С нами на связи эксперт Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаил Самуй. Здравствуйте, Михаил. Доброе утро. Что может означать усиление российской группировки в Крыму и вот насколько оно сильно, на ваш взгляд? Россия целенаправленно усиливала свое военное присутствие в Крыму после оккупации и аннексии, превращая фактически Крым в непотопляемый авианосец, с которого можно контролировать не только Черное море, но и Средиземное, а также и значительную часть территории Европы. Дело в том, что размещение подводных лодок и надводных кораблей с теми же крылатыми ракетами дальней дальности «Калибр» означает то, что как раз именно с Черного моря Россия собирается угрожать европейцам с точки зрения именно военной угрозы. И, например, те учения «Анаконда», которые проходят сейчас в Польше и других странах НАТО, в которых участвует до 100 тысяч войск впервые после Холодной войны, означает, что НАТО начало воспринимать эту военную угрозу серьезно. И именно вот действия по милитаризации Крыма были в том числе теми причинами, теми двигателями, которые заставили европейцев проснуться и начать наращивать свои военные силы. Хотя делают это они нехотя, честно говоря, потому что тратить деньги на вооружение в 21 веке в Европе, казалось бы, уже нет смысла. Но Россия как раз действует подходами 19-20 века, когда России кажется, что вместо курорта и сельскохозяйственного бизнеса в Крыму нужно размещать военные силы и начинать гонку вооружений в Черном море. Наращивание вооружений в Крыму, милитаризация полуострова означает ли, что Россия условно оголяет Восток, либо это за счет других ресурсов происходит? Нет, это новое вооружение. Это никаким образом не связано с Востоком, потому что на Востоке у России есть Китай. Китай Россия воспринимает очень серьезно. Буквально месяц назад проводились стратегические учения «Восток-2018», на которые Россия собрала до 300 тысяч войск. И хотя официально российские СМИ сообщали, что это учения не направлены против Китая, это больше
против американцев, Японии и так далее. На самом деле это, естественно, был сигнал Китаю, что в России есть достаточно средств и сил на восточном направлении. Поэтому Крым – это абсолютно другое направление, тем более, что суть Крыма не в сухопутных войсках. Естественно, сухопутные операции с Крыма проводить фактически невозможно. Идет наращивание именно подводных лодок, крылатых ракет, авиации, именно и десантных сил. Вот именно вот эти компоненты являются главными группировки Крыма. С Крыма будут проводиться наступательные действия против Украины. Например, мы видим блокирование Азовского моря, возможно, блокирование Одессы. Точно так же Черноморский флот может блокировать Босфор, Дарданеллы. То есть это исключительно агрессивная военно-морская группировка с усиленным воздушным компонентом. То есть возникновение боевых действий в этом регионе вполне реально, на ваш взгляд? Абсолютно. Зачем тогда Россия собирает там столько военно-морской техники и крылатых ракет, авиации? Если посмотреть на потенциалы военно-морских сил черноморских государств, то фактически сейчас Россия полностью доминирует после 4 лет наращивания военной мощи. У Румынии флота фактически нет, у Болгарии тоже, у Украины мы сами видим, какие усилия Украина сейчас предпринимает, чтобы как-то восстановить свой потенциал. Но я думаю, что буквально лет через 5 мы будем наблюдать мощные флоты Украины и у Румынии, и будут там присутствие и кораблей НАТО. Не знаю, кому это будет лучше. Явно не крымчанам, которые вместо того, чтобы развивать свой курортный бизнес, будут находиться именно в центре милитаризованного Черного моря, такого насыщенного, я думаю, самого опасного моря в Европе, где Россия будет противостоять Украине, естественно, и странам НАТО. Самое опасное море в Европе через время, либо уже? Сейчас, я думаю, это уже опасное море, потому что Россия установила свои зоны отчуждения, так называемые, которых она может контролировать и военно-морским способом, и воздушным, и ракетным способом любой район Черного моря и далеко за пределами, так как калибры имеют радиус действия больше 1000 километров, 1500 и дальше. То есть это фактически уже доходит до Германии, контроль именно с Крыма. И последние действия в Азовском море показывают, что и просто заниматься бизнесом в Черном море становится опасно, потому что российский флот просто останавливает корабли незаконно, создает такой некомфортный психологический фон для того, чтобы просто заниматься обычным делом, перевозить грузы в Азовском и Черном море. В результате, естественно, страны Черного моря, страны НАТО будут заботиться о том, чтобы обеспечить этот бизнес. Украина прежде всего. Я думаю, что Украина буквально через несколько лет будет обладать сильным флотом. Сейчас предпринимаются активные шаги для того, чтобы строить корабли, получать их от партнеров. И поэтому напряжение будет возрастать. Большое спасибо. Напомню, что с нами на связи был эксперт Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самуй. Напомню, говорим сегодня в эфире радио «Крым. Реалии» о наращивании военного присутствия России в Крыму. И с нами на связи уже и следующий спикер. Ему вы можете адресовать свои вопросы 8 810 06 926. Заместитель начальника Генштаба Украины, бывший заместитель начальника Генштаба Украины генерал-лейтенант Игорь Романенко на связи с нашей студией. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вы считаете, вот насколько для России расточительно, да, вот наращивание вооружения в Черном море и в Крыму, и насколько вот увеличение этих расходов можно мы сейчас вот обсуждать? Насколько оно велико? Ну, в том контексте, как это видится руководителем России Путиным, развитие на ближайшее время перспектив мирового состояния безопасности, то, безусловно, это требует больших расходов. То есть место, как он видит России вот, в мире, и перспективы. Поскольку
у России есть претензии почти со всеми государствами, с которыми она граничит, поскольку она противопоставила своими действиями, в первую очередь, последними агрессивными по отношению к Грузии и Украины, то это требует отстаивания. А это значит большого военного потенциала, что и осуществляется в России. То есть он наращивается, причем по всем компонентам. И мы видим как бы отголосок вот этого подхода в Крыму. То есть Крым, как и планировалось и говорилось, переформатирован в военную крепость, в непотопляемый авианосец. Значит, по всем трем компонентам, сухопутной, морской и воздушной, произошли усиления возможностей. Это заведение новых кораблей, самолетов, вертолетов, значит, систем ПВО. Более того, они отремонтировали еще с Советского Союза хранилище для ядерных боеголовок. И есть оценки экспертов, а также заявления руководства, например, Меджлиса татарского и представителей крымско-татарского народа, руководителей есть в Украине, о том, что ядерное оружие находится как на сухопутной части Крыма, Черноморского флота, например, так и на кораблях Черноморского флота. То есть вы имеете в виду объект Феодосия-13, это Краснокаменка в районе Феодосии, да? Да, я имею в виду этот объект, но это для хранения, а вопрос, изведены вооружения, при помощи которых, причем по всем трем компонентам, я подчеркиваю, это там и подводные лодки у них есть, и корабли соответствующие, и самолеты, ну и так далее, которые могут применять это ядерное оружие. Ну, эта позиция, в общем-то, не новая, если вспомнить, они скрывают пока это, но если вспомнить заявление Путина после аннексии Крыма, когда в интервью он сказал о том, что Россия была готова в случае необходимости в ходе аннексии применить тактическое ядерное оружие. То есть все это говорит о том, что затраты большие. Ну, в общем, если мы вспомним ситуацию с Советским Союзом, который на то время был более мощным государством и военным, и экономическом оценке, то как раз втягивание в гонку вооружений Рейганом Советского Союза была одна из составляющих развала впоследствии Советского Союза. В общем-то, во многом эта история может повториться, по крайней мере, Путин идет по этому пути. Как вы считаете, будет ли наращиваться и в дальнейшем военное присутствие России в этом регионе? И насколько, вот, как далеко зайти может Россия в этом плане? Ну, она последовательно идет по этому пути. Мы можем вспомнить выступления Путина с известными и мультипликацией по нанесению ударов и с современными достижениями в области вооружений Российской Федерации. Конечно, часть из этого фейковая, но есть и те образцы оружия, которые уже стали на боевое дежурство. И перспектива того, что Крым будет включен в эти обстоятельства, она очень велика, поскольку идет трактовка, что это однозначно часть России, без всяких исключений, поэтому это надо делать. И это проводится вот на примерах тех новых вооружений, о которых мы говорили, во всех трех составляющих. Генерал-лейтенант Игорь Романенко на связи с нашей студией. Оставайтесь на линии, примем звонок от слушателя или слушательницы. Здравствуйте, как зовут вас, откуда вы в эфире? Алло, это я, да? Да, вы в эфире, говорите. Ну, да, я вам що скажу. Насчет Російської Федерації. Я прослужив багато років у Радянському Союзі, багато приходило служити, все. Ви знаєте, я вам скажу, тільки можна обезвредити вот этого монголо-татарське іго економічне.
за счет армії і все, то воювати з ними безсмислено, тому що вони кажется, дійствують так, як вони хочуть. Економічно можна задавити, більш ніяк. Тільки таке положення, все. Ну що я дивлюсь на цю форму, тут в Криму вони ходять. Ви знаєте, мені аж не то, що аж неприємно. Я багато разних форм бачив. Спасибо большое. Спасибо за ваше мнение. Напомню, что принимаем мы звонки 8 810 06 926. Игорь Романенко, генерал-лейтенант, на связи с нашей студией. Буквально пару минут ответить на вопрос слушателя, можно ли санкционными методами давить на Россию для уменьшения уровня милитаризации на полуострове, на ваш взгляд? Ну, не только для уменьшения уровня милитаризации, хотя это как бы начало пути, но и у нас есть прецедент, мы уже мельком об этом говорили, с Советским Союзом, когда в первую очередь экономические санкции по газу, нефти и так далее, они привели к потрясениям экономическим, в свою очередь те привели к социальным потрясениям и развалу Советского Союза. Но для этого надо было политическое желание руководителя Соединенных Штатов, их союзников. Возможности такие у Америки сейчас есть. Мы видим, как они вернулись к санкциям по отношению к Ирану, отключили уже Иран от финансовой системы SWIFT. Если дальнейшее будет развитие этих санкций, например, по нефти и газу, то последствия могут быть для этого государства критическими и трагическими. Спасибо большое. Спасибо. Угу. И генерал-лейтенант Игорь Романенко был на связи с нашей студией. Напомню, в эфире радио Крым Реалии. Говорим сегодня об уровне милитаризации в аннексированном Крыму. Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 19:30. Крымский вечер на радио Крым Реалии. Итак, в эфире радио Крым Реалии, у микрофона Татьяна Курманова. Говорим сегодня о милитаризации Крыма России. С чем это связано? Мы до эфира спросили у российского военного эксперта Александра Гольца. Я не думаю так, что это планы наступления на материк. Я бы связал милитаризацию Крыма с попыткой создать вот такой мощный форпост на юге, с тем, чтобы противостоять НАТО. Россия уверена, и многократно об этом говорил президент Путин, что на базе ПРО в Румынии могут быть развернуты ядерные крылатые ракеты Соединенных Штатов Америки. В таком же контексте подается и присутствие кораблей США и других стран НАТО в Черном море. Россия делает большую ставку на то, что противоречия между Турцией и другими членами НАТО серьезно ослабят возможность блока. Поэтому я бы не сказал, что сейчас Турция рассматривается как военный противник. Мы также спросили у Александра Гольца, существует ли реальная угроза военного конфликта в регионе. К сожалению, да, конечно. Вот обыденным делом стали опасные маневры российских самолетов возле натовских кораблей и самолетов. Любой из таких маневров может кончиться очень печально. В лучшем случае резким обострением напряженности, а в худшем каким-то конфликтом военным. Ну, не в самом Крыму, но вблизи него, да. Российский военный эксперт считает, что информация о расходах России в связи с милитаризацией Крыма очень закрыта, не может он об этом говорить, но мы задали вопрос, будет ли Россия дальше наращивать военное присутствие, есть ли для Кремля некая красная черта. Мы переживаем избыточную милитаризацию, безусловно, это так. Ну, никакой красной черты нет. По-моему, Россия уже реализовала те планы, какие были. Создание армейского корпуса, развертывание систем ПВО, развертывание подразделений десантных войск в Крыму. И российская армия количественно практически не растет. Это значит, что если вы разместили такие-то подразделения в Крыму, значит, их не будет на другом важном участке, который вам надо оборонять. Например, вблизи районов Центральной Азии. Да? И только вот сейчас появились данные социологов о том, что, в общем-то, некоторой части россиян все-таки хочется благополучной жизни, а не жизни в великой военной державе.
Российский военный эксперт Александр Гольц. Напомню, сегодня в эфире радио «Крым Реалии» говорим о милитаризации Крыма. Есть у нас слушательница или слушатель. Здравствуйте, как зовут вас? Откуда вы? И ваш вопрос, или вы можете высказаться в нашем эфире. Алло, вы в эфире. Нет слушателя, но телефоны работают. Звоните нам в следующие полчаса. 8 800 10 06 926. Заместитель директора Украинского института исследований экстремизма Богдан Петренко на связи с нашей студией. Здравствуйте, Богдан. Добрый день. Как вы считаете, Александр Голец, российский военный эксперт, говорит, что все-таки реальность угрозы военного конфликта в регионе существует. Как вы думаете? Естественно, угроза существует, но мы должны понимать, что Кремль не имеет единой стратегии поведения. Стратегия наступления с материковой части Крыма, на материковую часть Крыма разрабатывается, она существует в теории. Я думаю, что планы такие есть, но Россия будет реализовывать тот план, ту стратегию, которая будет выгодна ей в конкретный промежуток времени. То есть в ней существует несколько стратегий, и на данный момент какое-то военное вторжение с территории Крыма на территорию Украины, оно пока что не отвечает интересам России. Почему? Россия сейчас ориентирована больше на политическое влияние на Украину. Тем более сейчас следующий год, это год выборов. Россия будет заинтересована в проведении хотя бы тех сил, которые будут условно пророссийскими. Я имею в виду, более ориентирована на парламентские выборы будет. И через внутреннюю оккупацию Украины, политическую оккупацию Украины, она будет продвигать свои цели, в том числе цель признания аннексии Крыма, в том числе цель разговора с Украиной уже в интересах России по территориям Донбасса. Насколько, на ваш взгляд, ресурсозатратно напичкивать Крым вооружением? Сегодня разные мнения прозвучали. Говорят при этом, что Восток оголяется. Другие эксперты говорят, что у России достаточно ресурсов для нового вооружения, для поставок в Крым. Как вы считаете, насколько будет ли Россия дальше наращивать присутствие? Насколько это энергозатратно, ресурсозатратно для этой страны? Понимаете, милитаризация сама по себе это и есть составляющая российской идентичности. Если мы возьмем недавнее исследование в ЦИОМ, там вообще, по-моему, большинство направлений, они так или иначе связаны с войной. То есть там не только история идет Великой Отечественной войны, одно из главных событий для россиян, или там Октябрьская революция, но и даже песни для россиян, самое главное, которые соединяют нации, это песни, связанные с войной, «Священная война», «Катюша», и даже книги, я прочитал, главная книга, которая связывает россиян, «Война и мир», тоже связана с войной. Смотрите, милитаризация есть составляющей частью российской идентичности. И когда Россия накачивает Крым, а на Крыму сосредоточены все средства массовой информации, видят это, они почему-то думают, что соответствующая милитаризация будет относиться и к другим регионам России. Но России экономически выгодно накачивать Крым хотя бы по тем причинам, чтобы показать свою мощь. То есть тут более символические причины, как по мне, отыгрывает роль. И когда все средства массовой информации сосредоточены на Крыме, это очень экономно. Можно просто вылаживать милитаризацию в Крым, не вылаживать там Воронежскую область, условно, еще в какой-то регион России, и показывать как будто бы рост российской армии. Спасибо большое. Заместитель директора Украинского института исследований экстремизма Богдан Петренко был на связи с нашей студией. Напомню, говорили мы сегодня в эфире радио «Крым Реалии» о милитаризации полуострова. И напомню, что МИД Украины предоставил в ООН статистику милитаризации России аннексированного Крыма за 4 года после аннексии. И говорили мы сегодня о том, возможно ли военное вторжение в ближайшее время с территории Крыма на украинский материк и насколько возросли
расходы России в связи с активной милитаризацией полуострова. Задавайте ваши вопросы нашим экспертам, звоните в наши эфиры, смотрите наши видеотрансляции и читайте сайт Крым Реалии. Новости в эфире «Радио Крым Реалии». В студии Валерия Максимова, коротко о главном. Семья Балуха намерена посетить его в Керченской колонии. Аксенов обязал чиновников ездить на маршрутках, а сейчас подробнее. Супруга украинского активиста Владимира Балуха попытается посетить его в Керченской колонии номер 2 после визита к нему адвокатов. Об этом 7 ноября Крым Реалии сообщила Наталья Балух. Зампредседателя Меджлиса крымско-татарского народа Ахтем Чийгоз ранее сообщил, что Балуха перевели из карантина в барак. Ранее стало известно, что Балух решил временно прекратить голодовку. По данным адвоката Дмитрия Динзы, у Балуха после более 200 дней голодовки есть подозрение на язву или панкреатит. В аннексированном Симферополе продолжается мониторинг движения общественного транспорта. Об этом сообщил назначенный Кремлем глава полуострова Сергей Аксенов. По его словам, российские власти Симферополя и перевозчики провалили разработку маршрутов и расписания для автобусов, из-за чего половина Крыма встала в многочасовых пробках. Аксенов заявил, что теперь симферопольские чиновники сами будут ездить на общественном транспорте. Чтобы жизнь медом не казалась, значит, администрации, значит, завтра с утра, завтра и послезавтра вся администрация, завтра все добираются с 7 утра с конечных остановок на работу общественным транспортом. Мэр, его заместители, председатель совета городского, замы председателя совета, председатели комитетов. После 2014 года автовладельцы Симферополя и других крымских городов постоянно жалуются на транспортные заторы. Глава российской администрации Симферополя Игорь Лукашов просит жителей города потерпеть временные неудобства, связанные с ремонтом городских улиц, и обещает, что ситуация с пробками будет решена. Штат Вирджиния стал 18-м в США, который признал Голодомор 1932-33 годов геноцидом украинского народа. Об этом сообщили в посольстве Украины в США. Американский штат присоединился к чествованию 85-й годовщины трагических событий. Цитирую. «Советский лидер Иосиф Сталин и его тоталитарный режим совершили акт геноцида путем искусственного создания голода из-за изъятия земли, зерна и животных у украинского народа», сказано в изданном заявлении губернатора Вирджинии. 4 октября Сенат США единогласным решением принял двухпартийную резолюцию, которая стала первым в истории правовым актом Конгресса США, где Голодомор признается геноцидом украинского народа. Сегодня в Крыму температура до 12 выше 0, переменной облачности, ветер. В районе Чонгара и Новоалексеевки плюс 9 облачно. В студии Валерия Максимова. Оставайтесь на волне радио Крым Реалии. Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8:35 и в 13:10. А также на 105,9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать. Продолжается эфир радио Крым Реалии. У микрофона Татьяна Курманова. И я напомню, что крымчане теперь должны слушать нас в другое время, поскольку время изменилось в связи с переходом с Киева на зимнее. Утренний эфир теперь выходит в 8:35, дневной в 13:10, вечерний в 19:30. Но когда бы мы не выходили в эфир, мы всегда ждем от вас звонки, задавайте свои вопросы, высказывайте свое мнение. 8 800 10 06 926 044 490 31 18. Тема дня. Сегодня будем говорить о ремонте и так называемой реконструкции Бахчисарайского ханского дворца. Бахчисарай, как известно, подконтрольные России власти Крыма проводят то, что они называют ремонтно-реставрационными работами. И недавно депутат Госдумы от аннексированного Крыма Руслан Бальбек заявил, что реставрационные работы ханского дворца в Бахчисарае, проведенные в украинские времена, привели к возможному подтоплению дворцового комплекса.
И вот сегодня поговорим о том, каким результатом привел первый этап реставрационных работ, кто ответственен за некачественные работы в Ханском дворце и изменится ли ситуация с приходом нового подрядчика. Крым в центре внимания. Итак, депутат от Крыма Руслан Бальбек, депутат Госдумы, заявил, что дилетантские археологические изыскания реставрационных работ Ханского дворца в Бахчисарае, проведенные в украинские времена, привели к возможному подтоплению дворцового комплекса. По информации Бальбека, первый этап противоаварийных и реставрационных работ подрядчик завершил. Второй этап находится в стадии разработки документации. Согласно плану, здесь будут проводиться противоаварийные работы сразу на 10 объектах. В главном корпусе, гареме, ханской кухне, библиотечном, графском и конюшенном корпусах, Соколиной башне, набережной с 3 мостами и Екатерининской миле. Еще один комментарий. По оценкам специалистов, полная сумма реставрации всех 16 зданий Ханского дворца в Бахчисарае потребует более 1,5 миллиарда рублей. На первоочередные противоаварийные работы в Ханском дворце было выделено порядка 148 миллионов рублей. Вот о том, как проводятся эти работы, узнаем у крымско-татарского активиста Эдема Дудакова. Здравствуйте, Эдем. Здравствуйте. А вот что сейчас известно, насколько действительно печальна ситуация с Бахчисарайским дворцом? И вот Руслан Бальбек обвиняет украинские власти и прежнюю работу археологов в том, что сейчас некоторые места затоплены рядом с дворцом. Вот какова ситуация на месте? Господин Бальбек должен как-то защищать, наверное, и себя в том числе, потому что он все это время прикрывал этот вандализм, который там творился. Во-первых, Украина владела Ханским дворцом чуть более 20 лет. А проблемы Ханского дворца, очень длительные, там почти сотни лет. То есть 250 лет он принадлежал России, которая планомерно его уничтожала. А из дворца осталась всего 1/3 часть. А виновата Украина, которая 20 лет. Да, денег при Украине не было столько, сколько сейчас поступило туда средств. Но то, что они сотворили, это уже не подлежит даже восстановлению. Подтопление Ханского дворца, возможно, начинается, и они уже прикрывают от тех фундаментов, которые они залили над главным корпусом. Под главным корпусом. Фундаменты навеса. Мы предупреждали о том, что там есть очень много дренажных систем, которые надо бы исследовать первоначально, чем возводить эти мощные бетонные конструкции. Они их возвели, и теперь наверняка, я пока этого не знаю, но наверняка где-то началось подтопление. И теперь ищут оправдание этой ситуации. Если все правильно они делали, то почему сейчас разбирают навес? Тот самый навес, который мы предупреждали, что он в таком виде не выдержит снеговой нагрузки. Потому что в Бахчисарае иногда бывает очень серьезная снеговая нагрузка. И вдруг новый подрядчик начал это все разбирать и делать это будет, по всей видимости, что-то заново. Я хотел бы привлечь господина Бальбека. Он когда-то занимался туризмом. Пусть он мне покажет, где в Турции меняют черепицу Осман, как они ее называют, на бутафорскую черепицу из Испании. Я бы хотел привлечь его. Есть такой Вестминстерский дворец в Великобритании, в котором искали дубовые балки. И эти дубовые балки искали по всей Британии. И установили именно дубовые балки, а не какие-то составные по современной технологии USB, которые установили на Большой Ханской мечети. Я хочу спросить, почему Данаю, после того, как облили ее кислотой, не сделали новую копию, а почему 12 лет реставрировали? Я хотел бы задать вопрос Бальбеку, почему в Кижах сосновые бревна ищут по всей России соответствующей смоленистости и уже реставрируют 12 лет. Церковь, которая ровесница с Ханской мечетью, и почему там не применяют составные балки? Почему? Вопросов очень много. Ответ только один, что ради каких-то политических, возможно, экономических для некоторых
Но этот факт мы чуть позже обсудим. И я хотела задать вам вопрос. Вот недавно Вадим Мартынюк заявлял, что реставраторы из Турции должны приехать, помочь в восстановлении объектов Бахчисарайского дворца. Насколько вы считаете, это возможно и необходимо ли, на ваш взгляд? Ну, если они привезут с Турции мастеров, то у нас есть опыт восстановления Санчурой Медресе в 2011 году. Там приезжали турецкие мастера и восстанавливали Санчурой Медресе. Если этот процесс будет сделан правильно, то я могу это только приветствовать. Но то главным образом, каким образом сейчас вернуть, ну, так сказать, культурное наследие на ханскую мечеть. Потому что то, что они сделали, это не есть культурное наследие. И люди часто путают реставрацию с реконструкцией. Вот там сделали реконструкцию. А философия реставрации, она гласит о том, чтобы максимально сохранить технологию и материалы древних мастеров. Вот. Это не восстановление функциональности, это восстановление истории. Поэтому для Бальбека это и есть культурное наследие, но не для народа, не для мира, не для ЮНЕСКО ханская мечеть не представляет культурного наследия. И, естественно, нужно приглашать мастеров, которые работают в аналогичной среде архитектурной, а не тех с Петербурга, с Москвы, которые никогда этим не занимались и вдруг приехали реставрировать то, чего никогда не видели и где никогда не работали. Вот это вот есть главная трагедия ханского дворца. И вопрос уточнения. Вот первый этап, по словам Бальбека, противоаварийных, реставрационных работ закончен. Вот как вы оцениваете? И кроме админ-корпуса, какие еще вот сейчас есть пострадавшие части всего комплекса дворцового? Ну, пока пострадал только Большая ханская мечеть. Пока, во всяком случае. Я сказал, что я не в курсе того, что там идет подтопление. Если идет подтопление, то это подтопление могло произойти по главному корпусу только из-за фундаментов, которые они залили, не изучив основания. И саму Большую ханскую мечеть они тоже реставрировали неправильно. Они должны были начать, там проблема тоже с водоотводом. Это давняя проблема. Ее нужно было сначала восстановить, сделать археологические раскопки, поставить над ней специальный навес и только потом приступать к реставрации, подготовив соответствующие материалы. Дубовые балки, черепицу поискать по всему Крыму, как делают сейчас очень многие бизнесмены. Вот каким образом должны были делать. А не с кондачка взять на зиму и разобрать крышу. Никогда реставрация зимой не начинается. Реставрация ведется только в теплые погоды, летом. Пусть идут к мастерам, которые восстанавливают церковь в Кижах, и спросят у них, они зимой прекращают все работы. А это только у нас могут зимой. И опять на зиму глядя, они опять что-то собираются делать. Спасибо вам большое. Крымско-татарский активист Эдем Дудаков был на связи с нашей студией. Напомню, сегодня в эфире радио Крым Реалии говорим о реконструкции ханского дворца в Бахчисарае. И я напомню, что 200 миллионов в конце прошлого года были выделены в рамках российской федеральной программы на реставрацию. И тендер на работу выиграла фирма «Атта Групп» из российского Новосибирска. Но после этого «Атта Групп» ушла с реставрации, и новое общество ООО «Меандр» из Санкт-Петербурга будет проводить новый этап работ. Что это за организация, что случилось с «Атта Групп» и почему новый подрядчик появился? Зададим эти вопросы журналисту Центра журналистских расследований Евгению Лишану. Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте. Что с «Атта Групп» произошло? Почему они вышли с объекта, на ваш взгляд? И вот что за фирма «Меандр»? Почему ушла «Атта Групп»? Прежде всего сыграл роль скандал с тем погромом, который они учинили в Хан-Сарае, в Ханском дворце. Все эти перестройки, уничтожение черепицы, уничтожение балок и так далее. Вот. Но этот скандал, для кого-то это боль, потеря своего достояния, а для кого-то это просто повод перехватить выгодный контракт. И вот новое ООО «Меандр» из Санкт-Петербурга, оно просто воспользовалось возможностью, своей близостью к власти и центральной власти питерской, и к
своим весом на реставрационном рынке России. Что это за ООО такое? Они существуют с 2007 года, но серьезной роли на рынке не играли. Они очень стремительно поднялись только в 2013 году, после того, как в 2012 министром культуры стал Мединский. След Мединского так или иначе прослеживается в их работе. Особенно заметно они, что называется, спалились в Севастополе, когда реставрировали так называемый кинотеатр «Украина» и начали по нему работать до того, как выиграли тендер. И именно со стороны Мединского была к ним большая протекция в работе над этим театром. Они таки добились этого контракта. И что касается Хан-Сарая, что касается Алупинского дворца Воронцовского, что касается ряда других очень таких ценных объектов по Крыму, также Судакская крепость, тоже Ласточкино гнездо. Театр кукол. Театр кукол. Ну, театр кукол — это не, так сказать, не историческая памятка. Угу. Это новый объект, да. Был уничтожен, и они не строят заново. Да, они отхватили почти миллиардный контракт в центре Симферополя. Всего сумма их контрактов по Крыму составляет около 2 миллиардов рублей. Это фактически четверть общего портфеля их контрактов по России. И, конечно, они это серьезный вес. А почему так у них получилось? Потому что Крым — это, по большому счету, юридически серая зона, где закон, даже оккупационный закон, действует очень условно, и больше действует право сильного и воля хозяина, руководителя. Вот Мединский, собственно говоря, проталкивает, насколько я понимаю, свою фирму, предоставляя ей контракты, возможность заниматься самыми вкусными кусками Крыма. Тянется ли за меандром коррупционный шлейф информационный? Есть ли такие вот скандалы? Знаете ли вы об этом? Коррупция, вы же понимаете, это Россия. В коррупции могут обвинить там, где есть общественность независимая, которая может это отследить. Про коррупцию относительно Севастопольского театра «Украина» я уже сказал. Они начали строить, начали возводить леса до того, как выиграли тендер. То есть они заранее знали, что они этот тендер выиграют. Коррупция это или нет? На мой взгляд, это откровенная коррупция. По России очень много к ним претензий именно в профессиональном плане. Они работают на Новодевичьем монастыре, на Выборгском замке и на массе других объектов. Строят по-богатому, но в том же Выборгском замке, например, они уничтожили исторические металлические лестницы и построили бетонный монолит. Ну, хорошо, что гипсокартоном еще все не обшили, понимаете? Вот. В особняке Шорина в Гороховце они фактически уничтожили историческую культурную ценность этого объекта, уничтожив его внутренности. Точнее, не они, а субподрядчики, которых они нанимают. У них такое количество объектов, что они сами не успевают. Они нанимают субподрядчиков с соответствующим низким качеством работы. Сколько они должны заработать на Ханском дворце? Сколько выделено денег на это? На Ханский дворец выделено, сейчас скажу, это сумма, там около 300 миллионов рублей. Угу. То есть это тоже очень большой кусок их общего портфеля. На Алупинском дворце тоже достаточно большой. 367 миллионов рублей на Алупинском дворце на Воронцовском они заработают. Там тоже вот эта очень интересная схема первоочередных противоаварийных работ. Это такой эвфемизм для реставрационных, когда не могут начать непосредственно реставрационные работы, они их начинают под видом первоочередных противоаварийных. Точно такая же схема работала и в Ханском дворце с Автогрупп в свое время. Вот и да, и, кстати, Меандр же занимается и многострадальной лестницей Митридата в Керчи. Керчи, да. Это в сумме там тоже почти 300 миллионов рублей на эти 2 контракта, которые они выполняют, и, так сказать, конца этому не видно.
это бездонный колодец, с которого можно черпать и черпать. Спасибо вам большое. Евгений Алишан, журналист Центра журналистских расследований, был на связи с нашей студией. Рассказывали мы о том, что на реконструкцию Бахчисарайского дворца после скандальной Атта Групп было выделено 300 миллионов рублей фирме «Меандр», которая, по данным журналистов, аффилирована с министром культуры России господином Мединским. И большая часть этих денег будет, часть 300 миллионов рублей будет касаться именно реставрации Ханского дворца. Как именно эти деньги будут потрачены, мы будем следить в дальнейшем за этой ситуацией. Но сейчас узнаем, что и к чему привел первый этап вот этих работ. И действительно ли серьезно пострадал Ханский дворец. С нами на связи бывший руководитель Бахчисарайского историко-культурного заповедника Эльмира Аблялимова. Здравствуйте, Эльмира. Доброе утро. Появились фотографии в социальных сетях и, собственно, на странице Бальбека. И там четко видно, что на админкорпусе идет трещина. Вот как вы оцениваете, говорит ли это о разрушении серьезном админкорпуса? И как вы оцениваете вот этот первый этап работ, о которых так вот господин Бальбек громко заявлял и отчитывался? Ну, там вот это вот основная беда, конечно, о которой я еще до этого говорила, трещины на административном корпусе и между административным корпусом и мечетью. То есть взаимосвязь работ, которые были проведены неграмотно, непрофессионально на Большой Ханской мечети, они привели вот к подобным последствиям. Мы об этом говорили. И Эдем Угаремович очень часто об этом говорил, что строительство этого комплекса, ансамбля, оно все взаимосвязано между собой. И нарушение там, условно даже веса в результате вот этого бетонного сейсмопояса, оно может привести к катастрофическим последствиям по всему ансамблю. Или зданиям, которые прилегают непосредственно к Большой Ханской мечети. И вот эти вот трещины, я считаю, что это все-таки трещины, связанные с правильно выполненными работами, с отсутствием соответствующих, предшествующих реставрации расчетов, исследований, которые вот приводят к подобным последствиям. Господин Бальбек говорит, что и, собственно, подтверждает косвенно, что сейчас дворцовый комплекс подтапливается, но обвиняет в этом археологов, которые ранее работали, называя их дилетантами. Вот как вы оцениваете, действительно ли там возможно подтопление и какова роль в этом предыдущих археологических групп? Ну, я вообще считаю, что нет смысла комментировать то, что говорит Бальбек, потому что, человек не сведущий в этой сфере, он должен говорить то, что защищать это безобразие, которое они там устроили на самом деле. Но, наверное, большего непрофессионализма, чем можно было совершить в Большой Ханской мечети за всю историю независимой Украины, не было совершенно. Поэтому я думаю, что подтопление, нужно вообще разбираться с этими подтоплениями. Вопросы с сыростью, они присутствовали всегда, и в мою бытность мы изучали этот вопрос и пришли к выводу со специалистами о том, что необходимо все-таки мы там проводили небольшие археологические исследования, совершенно там очень слабенько, так для того, чтобы просто изучить этот вопрос. И сразу даже небольшие шурфы давали возможность увидеть, что там большое количество систем водоотведения, водоснабжения. Вода в Ханский дворец поступала от сродников, и под Ханским дворцом очень сложная, такая неизученная еще, на мой взгляд, система водоснабжения, которая не прочищалась, ее нужно было чистить. Кроме этого, есть такое понятие, когда грунт поднимается. Так вот, основной фундамент, где первоначальное строительство Ханского дворца, он оказался под слоем грунта. Нужно опускать грунт, и тогда мы уйдем от проблем сырости, от проблем потопления и так далее. То есть проблема не в этом. Проблема совершенно в другом, и прикрывать непрофессионализм компаний, которым позволено было уничтожить один из старейших
объектов ансамбля Бахчисарайский ханский дворец, ну, не нужно прикрывать подобными вещами. И вот 10 объектов, которые сейчас планируются на проведение работ на них, мы говорили, главный корпус, гарем, ханская кухня, библиотечный, графский, конюшенный корпус. Как вы думаете, вот насколько там ситуация печальна, да, и насколько вот необходимы эти работы, и к чему может привести работа вот фирмы «Меандр», нового подрядчика, который аффилирован с министром культуры России? Вы знаете, я уже очень давно говорила о том, что действительно Ханский нуждался в реставрации, и можно сказать, что практически все объекты, они нуждались в реставрации, их реставрировать необходимо, но они нуждаются в реставрации. Сейчас, на мой взгляд, вопрос в другом. Да, действительно, Атта Групп и компанию Керамет лишили этого объекта, да, но вместе с тем мы имеем дело с другим подрядчиком. Этот подрядчик вроде бы как, если мы сравниваем с Атта Групп не было опыта работы реставрации, здесь вроде бы есть, были проблемы с лицензией на реставрационные работы, здесь вроде бы все в порядке. Мое мнение такое, что сейчас власти, оккупационные власти Крыма и их кураторы из Москвы пытаются каким-то образом исправить ситуацию в результате вот этого большого информационного шума, который Украина поддерживала и поднимала в отношении Большой Ханской мечети. Значит, принято решение о проведении первого этапа прямого мониторинга в Крыму. Рано или поздно все равно эта мониторинговая миссия будет, им нужно показать просто картинку. Поэтому сейчас они привлекли вот подрядчика, который вроде бы имеет опыт работы в реставрации, и будут каким-то образом показывать вот эту вот картинку. Я знаю, что проблема, что сейчас будет разрабатываться научная документация историческая часть для вот подобных вот работ по этим объектам. Конечно, меня очень пугает такой одновременный большой объем по всем объектам, потому что, я не знаю, насколько можно, имея такое большое количество подрядов и в России, и в Крыму, даже вот по Ханскому дворцу, да, там несколько объектов работает, насколько можно иметь такое большое количество профессиональных реставраторов у одной фирмы, то, безусловно, это меня наводит на какие-то такие грустные размышления по этому поводу. Спасибо большое. Будем следить за ситуацией. Бывший руководитель Бахчисарайского историко-культурного заповедника Эльмира Аблялимова была на связи с нашей студией в эфире радио Крым Реалии. Говорим сегодня о Бахчисарайском дворце. Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 19:30. Крымский вечер на радио Крым Реалии. Итак, говорим о реставрации Бахчисарайского ханского дворца. С нами на связи Сергей Кот, руководитель Центра исследований историко-культурного наследия Украины. Здравствуйте. Как вы оцениваете проводимые работы в Бахчисарае? Добрый день. Я внимательно выслушал мнение специалиста. Я также отслеживаю информацию, которая приходит из Крыма и по Бахчисараю, по другим объектам. Но, к сожалению, это колоссальная проблема для не только культурного наследия Украины, то, что сегодня там делает российский оккупационный режим, но и это колоссальная проблема для мирового культурного наследия, потому что, безусловно, не только Херсонес Таврический, который входит в список всемирного культурного наследия, но и также Бахчисарайский ансамбль комплекс в целом в двух номинациях также входит в списки всемирного культурного наследия. И нас, безусловно, тревожит то, что там происходит. Сам факт, что российские оккупационные власти сменили подрядчика работ, которые выполняли их и, собственно, вызвали эти скандалы, это уже говорит о том, что тревога, критика были обоснованными, и они являются правильными, и проблема действительно есть. И нужно все силы общественного мнения, мировых специалистов бросим на то,
чтобы остановить этот беспредельный процесс. Мы не знаем цель. Для чего вдруг начали этим заниматься? Мы знаем уже то, что первые же шаги были, это уничтожение автентичных многих деталей, демонтаж их, которые присутствуют и на ханском дворце, и на других объектах. И что будет дальше, мы просто не знаем, потому что мы, к сожалению, не можем контролировать ситуацию. Я хотел бы привлечь внимание к таким правовым аспектам данной проблемы. Ну, первое. Российская сторона нарушает конвенцию 1907 года о законах и обычаях. Сергей Иванович, прошу прощения, вынуждена прервать вас. Мы продолжим этот разговор в ближайших эфирах радио Крым Реалии. К сожалению, время наше сегодня подошло к концу. Руководитель Центра исследований историко-культурного наследия Украины Сергей Кот был на связи с нашей студией. Оставайтесь на волне радио Крым Реалии. Новости в эфире радио Крым Реалии.